Рабочая атмосфера и шум строительной техники. Весь этот труд для будущих воспитанников. Новость о возведении новой школы жители Нациркорта ждали давно. Теперь и на учебу недалеко ходить, а самое главное, канет в лету двухсменный режим. Нациркорт – один из густонаселенных муниципальных округов Назрановского района с населением 24,5 тысяч человек. Здесь есть 4 школы, но этого недостаточно. Скоро Хасану далеко ходить не придется. Для этого подрядчик обещает приложить все силы и средства, чтобы объект вели к концу этого года. Стройка началась в июне 2019-го. За полгода здесь залили фундамент, возвели стены и провели все необходимые коммуникации. Сейчас проводятся внутренние отделочные работы. По коробке уже можно представить масштаб будущего здания. Строится оно с соблюдением всех норм и правил. Его основная конструкция – бетон и арматура. Сегодня-завтра закончим установку окон полностью. Останутся витражи. Пока мы их ставить не будем, что могут разбить, в последнюю очередь поставить. Сейчас идет электрика, разводка идет, вентиляция идет, кладка уже сегодня закончим. Начинается штукатурка начнет. Общая площадь территории школы 13 тысяч квадратных метров, из них 4 тысячи отдано под строительство. Еще 4 гектара рабочим предстоит благоустроить. Их осваивают поэтапно. Само здание – это 3 этажа, которые разделены на 5 блоков деформированными швами, что специально делается для уменьшения нагрузки при деформации здания от разного рода явлений. Также есть и цокольный этаж, который отвечает за коммуникацию учреждения. В новой школе будут пандусы, лифты и санузлы для детей с ограниченными возможностями здоровья. С правой стороны у нас столовая, вот пищеблок. Вот. И слева здесь кабинеты начальных классов, лаборатории, санузлы. Вот спортзал, душевые, администрация, директор, завуч. Здесь то же самое. По деревообработке, по металлообработке кабинеты, кулинарный кабинет, по обработке тканей, все вот эти. Это медпункт. 720 мест, 40 кабинетов, дополнительные залы для кружков и лабиринт учебных блоков. Здесь трудятся около 50 рабочих. Поделены они на 12 бригад. В каждом из этапов строительных работ задействованы профессионалы своего дела. В данное время есть школы, Недалеко от школы есть и полноценное футбольное поле вместе с воркаут-площадкой и тренажерами. Дети после занятий теперь смогут поиграть с мячом или просто потренироваться. Школу строят по федеральной целевой программе. Это второе масштабное общеобразовательное учреждение в регионе, аналогичное 6-й школе. Здесь все продумано до мелочей. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.